А начнем мы сегодня все с той же замечательной Санта-Барбары, которая продолжается уже не первый месяц, и которую все смотришь и думаешь, я ржать перестану когда-нибудь или нет, в конце концов. Со всей этой шпионской историей и разоблачениями шпионов Главного российского управления Российской Федерации на этой неделе произошло еще несколько знаковых событий. Если у вас есть одна рука для фейспалма, то приготовьте и вторую, потому что одной не управитесь. Это что-то с чем-то. Это шоу Бенни Хилла просто отдыхает по сравнению с этим. Начну я с себя на этой неделе, потому что когда вскрыли мою почту, мне потом позвонили журналисты из BBC, и они проводили свое расследование по поводу того, кто эту почту вскрыл и как, и сказали мне там, куда зайти, что посмотреть, где могли наследить, какие ссылки открыть, чтобы посмотреть, откуда заходили, как заходили, и попросили зайти на почту, посмотреть вот этот вот файл от моего имени, который разместили там в живом журнале и во всех остальных моих соцсетях, с заявлением, что я прошу прощения у Родины, что меня заставили, что я там за $20 тысяч продался СБУ за эту инсценировку, что у меня там, я руковожу какой-то ботафермой под названием Ольга, еще что-то там, какой-то ахинея они понаписали. И это письмо было, значит, сделано в текстовом файле в Word, и он где-то там должен был остаться. Я посмотрел в ящике, в инбоксе, его нету, а потом зашел в корзину и нашел этот файл и переслал его журналистам BBC. И оказалось, что этот файл, это примерно то же самое, что оставить свою подпись, да, то есть человек-хакер, который взламывал мою почту, он этот файл в корзину скинуть не забыл, а очистить корзину забыл. И они взяли этот файл и установили по этому файлу личность, и, в общем, там очень замечательная, интересная история. Давайте я вам зачитаю. Чтобы войти в аккаунт Бабченко, это из расследования BBC, зайдите, найдите у них там на сайте, почитайте, там масса интересного, конечно же. Чтобы войти в аккаунт Бабченко, хакеры привязали к нему свой номер телефона, следовало из отчета. На видео номер заретуширован. Это видео, которое команда Киберберкут, хакерская вот эта группа Киберберкут разместила на своем сайте, показывая, как они вскрывали мою почту. На видео номер заретуширован, но меньше чем на секунду заплатка ретуши исчезает. Дефект мог появиться при импорте файла. Остановив видео в нужном месте, можно разглядеть номер телефона хакера. +38 071 300 17 43. Вот этот замечательный телефон на ваших экранах. Хотите, позвоните, спросите или передайте привет человеку. Это номер из сети мобильного оператора «Феникс», который работает на территории подконтрольной самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Два источника, знакомые с ситуацией в ДНР, сказали BBC, что номера с сочетанием 071 300 встречаются у представителей силовых служб ДНР, Министерства обороны, безопасности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, а также у личной охраны главы этого образования. BBC нашла этому подтверждение. Номер телефона пресс-секретаря Министерства обороны ДНР Даниила Бессонова отличается от номера хакера лишь на одну из последних цифр. После взлома Бабченко связался с компанией Mail.ru, которая помогла восстановить доступ к аккаунтам. В корзине облачного хранилища лежал тот самый файл Project, не облачного, а может и облачного, не знаю. Хакер удалил его после записи видеоотчета, но, судя по всему, забыл или не успел очистить корзину. В свойствах файла BBC нашла псевдоним автора Фрес Хелли. В интернете им пользуется только один человек, причем уже 15 лет. И это 34-летний Павел Коренев из Министерства обороны ДНР. Вот вы меня все спрашиваете, как же так? Ну не может же такого быть. Ну не бывает же так, чтобы с Башировым и Петровым была такая лажа. Ну это, наверное, какая-то многоходовочка, какая-то операция. Нет. Вот этот замечательный человек, не знаю, кто из них именно, Павел Коренев, чье лицо, видимо, прикрыто, наверное. И этот человек, значит, взламывает мою почту, оставляет там свой номер своего мобильного, который точно так же, как в ситуации с Петровым и Башировым, у которых паспорт отличается лишь на одну последнюю цифру, и этот его номер мобильного на одну последнюю цифру отличается от номера пресс-секретаря Министерства обороны ДНР. Оставляет у меня в корзине свой файл, практически свою подпись или отпечатки пальцев, или свой паспорт, да, со всеми данными, в котором в свойствах файла псевдоним автора Фрес Хелли.
И вот вам, пожалуйста, уровень, да? То есть мою почту взламывали из ДНР. Вот этот вот человек. Более того, BBC пошло дальше, и этот Фред Хелли, он известен, и оказалось, что именно эти люди причастны к постановкам фейковых видеосюжетов, в которых они рассказывали, что ИГИЛ воюет на стороне ДНР. Вот этот Бессонов, пресс-секретарь ДНР, самопровозглашенный, номер телефона которого отличается всего лишь на одну цифру от номера хакера, взламывавшего мою почту. И они там делали эти видеосюжеты, снимали в Донецке, как ИГИЛ воюет на стороне, вот уж сейчас не помню кого, то ли ДНР, то ли фашистских карателей, сейчас я не помню, да. Более того, эти же самые люди делали фейковые новости про Азов, как Азов там что-то то ли пытает людей, то ли там, не знаю, снегирей жарит, то ли мальчика прибивает в трусиках, распинает на рекламном щите. Все эти корни растут оттуда. Еще одно доказательство того, что все это ведет туда за поребрик, за ров с крокодилами. Еще одно доказательство того, что они руконогие, они просто не могут ничего нормально сделать, не наследив везде, чем только можно.